65-е заседание Народного собрания начинается с отчета о результатах оперативно-служебной деятельности МВД по Республике Ингушетия за 2024 год. Министерством внутренних дел реализовывался полный комплекс мер, направленных на выполнение задач, определенных президентом и правительством страны. С 26 сентября 2022 года под круглосуточный контроль взяты все административные здания военных комиссариатов. Их охрана продолжалась до марта текущего года. Консолидированными усилиями правоохранительных органов региона в тесном взаимодействии с органами власти в целом обеспечен действенный контроль над состоянием оперативной обстановки на территории республики, в том числе при проведении общественно-политических, культурно-массовых мероприятий, в числе которых были такие значимые, как выбор президента Российской Федерации, а также празднование столетия образования ингушской государственности. Несмотря на возросшие угрозы совершения террористических актов, обеспечен порядок при проведении 227 мероприятий различного уровня, что почти в 2,5 раза больше, чем в 2023. Организовано выполнение задач по докомплектованию вооруженных сил Российской Федерации военнослужащими по контракту. Доукомплектовано органов внутренних дел 53 лица, а также по проведению весенней и осенней призывных кампаний. Активность органов внутренних дел при выполнении возложенных на них обязанностей способствует снижению общего количества зарегистрированных преступлений. Следом депутаты Народного собрания подводят итоги работы Министерства имущественных и земельных отношений за 2024 год. За этот период заключено 500 договоров аренды земельных участков общей площадью 266 гектаров и 3 договора аренды государственного имущества. В рамках проведенной работы достигнуты следующие показатели. Консолидированный бюджет Республики от использования государственного имущества, в том числе земли, поступило 81 миллионов тысяч рублей. Среди республиканский бюджет поступило 75 миллионов 900 тысяч и бюджет муниципального образования 5 миллионов 400 тысяч. По состоянию на 1 января 2025 года общее количество действующих договоров аренды земельных участков из числа администрируемых министерством составляет 2124 на площади 12 тысяч гектаров с общей суммой годовых арендных платежей 65 миллионов рублей. По состоянию 1 января 2024 года общая сумма образовался дом составляла 84 миллиона. В результате предпринимательской работы проведенного министерства учета периода уменьшилось до 17 миллионов и составляет 67 миллионов. В том числе, помимо того, за этот период нами судебная инстанция направила более 100 исков на общую сумму 45 миллионов. Также на заседании депутаты Ингушского парламента рассмотрели ряд законотворческих инициатив. Амина Зязикова, Акрамат Дасхоев, Магаз 24.